Вот такая погода у нас в Коми. Сегодня великий праздник. Из лужи кругом. День Христос воскрес. Потихонечку тает все. 16 апреля. Мой друг, подписчик из Германии Карл, тоже показал сюжеты из своей Германии, правда, южная сторона. И там у них цветут цветы, кругом чисто, порядок. А нам мозги травили, что Германия без газа зиму не переживет. В ту гонят. Вот видишь, как снег растаял. Там кругом нормально, а там, видишь, снег. Вот то где-то тепло земля идет, а где-то нет. Примерно так. Там еще много снега. Кругом грязь. Сегодня погода 0, но ветер противный такой. Ну, 2 бани. Сейчас перейду на летнюю баню в мае. А это мой старый травяник. Перекошившийся, но не разводится. Подопрем, и можно снова и сюда тоже дрова заготавливать. Потому что надо запасаться. Идет мобилизация, черт бы ее побери. Некому будет лес валить, а нам, старикам, без дров, там и уже идти невозможно. Вот как-то так. Как поймете, так и поймите. Я всегда говорю, все точно думаю. До поры до времени. Вот чтобы и вот чтобы не зарекаться. Поговорка такая. Ничего. Должно же скоро все это закончится. Это кутерьма непонятно для меня лично. Видишь, там снег тает, но непонятно как. В одном месте нету снега, а в другом месте такие глыбы. Видишь, какой снег. Это собачья вольер, собачья хунула. А сейчас дрова. Купил 2 телеги. И вот сюда поместили. Дрова хорошие. Собака, рыжик, умерла где-то зимой. Ему было 14 годиков. Не старый, но что делать. Вот такой дровяник получился. Здесь тоже как-то тает так непонятно как. Не полностью, а такие глыбы остаются. И все. А здесь были времена. У меня столько было техники, а сейчас тоже дровяник. Как и вот конула, вольер собачий. Такой же. Здесь у меня все вместе, там еще есть 8 телег. А эти там, которые дрова, вот там, в втором дровяника, значит 9. 3 года можно еще прожить на эти дрова. Здесь у меня были машины Запорожец, и девятка, и Иж Планета 3.
И Минск, Восход, мотопеды. Последнюю я продал за 16 тысяч рублей. У меня сейчас на бензине техники вообще нет. Штиль пилу продал за 10 тысяч. У меня на аккумуляторе все. И пила, и триммер, ну все. Вот там собачка жила. Все меняется на корню. А сейчас дрова. Там машины стояли. А сейчас дрова. Вон еще у меня дрова. Все вместе здесь у меня 8 телег. Сейчас дороговато. В прошлом году за 8 одну телегу покупала. А это уже 9 тысяч рублей телега. Все дорожает. Вот так. Как-то так. Вот мне что надоумил друг мой Карл, когда показывал Германию. А вот такая республика Коми, село Большой Луг, Короткоровский район. Он там разрохал новый дом, молодец мужик. И гараж. На этом вот шланг идет в баню. Не надо таскать воды. Жизнь продолжается. Там второй дом. Внутри уже все не жилой дом. Внутри все обои расклеились. Надо отремонтировать. А раньше там тоже кипела жизнь. У меня было 2 коровы там в хлеву. Там топил печку. Подготовил корм для коров, для свиней, для кроликов, для кур. Овцы были и даже коза была. Нет, 2 козы даже было. Жизнь кипела. А сейчас в этом году этот скворечник у меня вроде обживает. Утром еще вдвоем выносили оттуда, заносили обратно. Вот так. Вот дом. В этом году красить еще не надо. Узор только чуть-чуть подкрасить. Но тоже уже стареем. Как вы стареем, так и дом еще вместе взятых. Машина не моя, это у соседа. Там школа, где моя жена работала 10 лет завучем, 19 директоров школы. Все кругом грязно. Хотел на велике прогуляться, но ветер какой-то такой противный не стал. Да пока вот так как-то жизнь проходит у меня у Васи Попова, кино Вася. Пока, всего хорошего. Зашел домой, дома тепло. Телевизор не показывает сейчас. Надоел уже этот телевизор еще. Тоже ерунду там гонят. Вон яички пасхальные. И остаток этих шанежек, или как там, по комику Doom.
Жене их сейчас дают грамоты, благодарственное письмо покойной. Там тоже у нее, а мне ничего. Что это у нее? А там мы гармонисты в Чужаеве. Он дрова занес. Здесь надо там. Вот как-то так. Эта лестница для меня уже подниматься трудновато стало. Надо было одноэтажный дом сделать, а не двух. Это мы же не думали, что будем стареть. Это парадная. Там погреб. Пока. Еще раз с праздником Великой Пасхой. И чтобы было все путем. Здоровья, успехов в жизни и всего-всего хорошего.